И стрелять начинают с дуру. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что на самом деле происходит на границе Афганистана и Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Обозреватель Георгий Зотов побывал на границе Афганистана и Таджикистана, и по его словам, обстановка там очень нервозная. Вторгнутся ли талибы в Таджикистан и ждать ли сегодня толп беженцев, об этом он рассказал в своем репортаже. С таджикской стороны афганский поселок Шерхан-Бандар просматривается очень хорошо, до него всего 600 метров. Иногда оттуда пули долетают, рассказывает офицер погранвойск Таджикистана. Талибы, как наркотики, примут с дуру, стрелять начинают в белый свет, как в копеечку. У нас указание не отвечать. На середине двухполосного моста скучает смотрящий талибов, совсем юный паренек, замотавший голову в красную накидку. Рядом с ним притормаживают идущие в Таджикистан машины. Он деловито спрашивает, куда и зачем они направляются. На КПП Нижний Пянш стоят броневики с пулеметами, вырыты окопы, оборудованы доты. «Мы приготовились на случай прорыва талибов», объясняет пограничник. Тут вообще непонятно, чего ожидать дальше. Талибы захватили Шерхан-Бандар в июне. Правительственные солдаты бежали через мост в Таджикистан. Им стреляли в спину. 2 убили, многих ранили. Каждый день на афганской стороне скапливаются сотни беженцев, умоляют пропустить их на территорию СНГ. Мы отказываем, признается офицер, иначе сюда хлынут миллионы. Да, вот через этот вот мост переходили, они уже видать, что наверху здесь. Вот если посмотреть, там видать трубы, трубопровод, вот через него переходили там. Ну, видать же отсюда. Много беженцев? Да, не так уж, ну где-то человек 150 было. Да. Военные. Сначала едва талибы подошли вплотную к границу, местные жители откровенно запаниковали. Люди испугались, разводит руками жительница города Бахтар, Сурайо Исмаилова. Мама и отец обсуждали, что надо срочно квартиру продавать, поскорее перебираться в Душанбе. Туда, если что, Талибан так быстро не доберется. Потом мы успокоились, чуть-чуть дрожим. Талибы психи, они непредсказуемые. Конечно, у нас тут российские войска, они защищают и обратно всех вышибут, но все-таки страшно. На приграничных базарах Дхкане ежедневно обмениваются информацией, прямо как на политических телешоу, сколько у талибов войск, правда ли они сильны, какие у них планы. Распространяются слухи о переброске границы спецназа Талибана и группы террористов-смертников, а также о заявлении лидера талибской дивизии Махди Арсалана, на днях сказавшего, что его отряды готовы к вторжению в Таджикистан. Русские им сильно вломят. Мало не покажется, горячится хозяйка маленького кафе в Бахтаре Малика Турсунзадоева. Как женщина я на эмоциях, очень много переживаю, в воздухе такое висит, это запах джихада, вот. Как вы относитесь к такой ситуации, к таким настроениям местных жителей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Да, стреляют. Здесь все ночи здесь спали, рано утром встали. Гром битали уже. Слышно было? Да, слышно, так слышно было. Тревога, все туда-сюда. Народ опасается, но мы спокойны, заявляет офицер погранвойск Таджикистана. У нас достаточно солдат, чтобы дать отпор, а за нашей спиной стоит мощная Россия. Лично я думаю, что войны не будет, а вот беженцы могут прорваться. Если бы мы заслоны не ставили, их сюда уже завтра пришли бы десятки тысяч. Обстановка опасная, однако вместе с нами наш северный брат, Великая Россия, соглашается с пограничниками Бабаджон Бабаджонов, 58-летний фермер, выращивающий лимоны. Он такого не позволит. А неспроста сейчас близ границы с Афганистаном стартовали военные учения стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. В гостинице Бахтара можно встретить офицеров из Армении, Белоруссии и Казахстана. «Зря у вас думают, а Таджикистан далеко, что нам будет», заявляет таджикский пограничник. Именно тут проходит граница Советского Союза. Если так подумать, граница Российской Федерации. Проблемы с беженцами и талибской угрозой лучше устаканить на месте, пока они не перешли в Россию. Наблюдатель поясняет, что таджики очень плохо относятся к талибам и вовсе не доверяют им. А те, кто живут у самих границ, видят, что никакой организации у талибов нет, каждый делает, что хочет, и ничто их остановить не может. Именно это и пугает местное население. Действительно, если что-то произойдет, то российская армия и другие страны ОДКБ помогут Таджикистану, но под прицелом всегда приграничные жители Таджикистана, и в случае чего именно первые они будут страдать. Поэтому расслабляться им не приходится. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы предотвратить подобные ужасающие сценарии? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.